ту же Аллегрову или на Николая Баскова я никогда не пойду, потому что мне это неинтересно. Вот на поп-звезду я никогда не пойду. Это уж не знаю, какой надо быть поп-звезду, я даже не могу сказать. Ну, Долина, да? Долину можно послушать, потому что хорошая певица, вокалистка. Но как человек она меня не притягивает. Местный ансамбль, местная группа. Ну, эти тоже высокого профессионального уровня. Может быть, они где-то есть, но их... Но вот Саян Ржена Жамбалова, да? Они к вам никакого отношения не имеют? Нет, да, просто однофамильцы. Ну, пожалуй, да, вот здесь такой академический стиль. Даже никогда не общалась. Кстати, хочу Ржену Жамбалову. Академический стиль, да, наблюдается. Ну, хорошее, красивое, такое вот исполнение душевное. Ну, я тоже не могу сказать, что я их поклонница. Ну, хорошо поют, здорово, замечательно. Но, правда, вот пели они, знаете, клип у них был на песню, связанную с очагом. Когда мужчина в охоте, женщина растит детей. Подари мне сына. Вот название, не могу ошибиться. Звезда кочевника. Может быть, может быть. Опять-таки на пропаганду семейных ценностей, на то, что вот семья это очень важно для человека. И четкое совершенно распределение ролей, чем должна заниматься бурятская женщина и бурятский мужчина. Так, ну вот, пожалуй, вот эти, да, товарищи, все-таки профессионального уровня. Ну, из таких, которые более легкую музыку исполняет Татьяна Штырева, наверное, Арсаланов. Но опять-таки тоже не являюсь их поклонницей. Но послушать, безусловно, можно. Так, из балета, к стыду своему, вообще никого сейчас не знаю. Единственное, что ансамбль «Байкал», как всегда, был на высочайшем уровне, так до сих пор держит эту планку. Ну вот из классического балета, ну никого не могу назвать. Это же ужасно. Из оперных певцов тоже. Из бурятских драматических певцов, из русских певцов, артистов и русской драмы тоже не могу сказать о современных. Но я, получается, вообще как-то вот то ли я отстала от жизни, то ли... А они есть вообще у нас?